Министерством образования и науки Ингушетии в прошлом году проведена серьезная работа в самых разных направлениях. Так, в регионе в рамках двух нацпроектов «Демография» и «Образование» за 2024 год построили 10 школ и 12 детских садов. В числе последних открытий 6-я Инаркинская. Новое учебное заведение построено в рамках национального проекта образования. Объект рассчитан на 720 мест. Здесь созданы все необходимые условия для качественного образования подрастающего поколения. Программа, которая у нас идет по указу президента Российской Федерации Путина Владимировича, это образование, демография. Мы строим школы, детские сады, дома культур. Я вам скажу, вот за эти 5 лет построено 42 школы в нашей республике, новых, не считая там более 20 ремонт сделан школ и около 50 детских садов. Знаете, это и мы не оставили ни один объект недостроенным, недоведенным до ума. И поэтому радость на ваших лицах – это благодарность президенту нашей страны Владимиру Ильичу Путину. Вот уже несколько месяцев здесь и ученики, и учителя проживают настоящие школьные будни. В новое учреждение перешли со второй четверти, поэтому весь педагогический состав уже успел создать в помещениях уют, распределить детей по классам. Открытия здесь ждали всем селом. Материально-техническая база нашей школы, она настолько оснащена и настолько хороша, что вот ученикам остается только вот прийти, сесть за парты и наблюдать за тем, как движется весь этот образовательный процесс. Условия действительно самые лучшие. Просторная столовая, раздевалки, санузлы, кабинеты для занятий дополнительным образованием, медицинский блок, спортивные и санитарные помещения. Он рассчитан на то, чтобы здесь ребенок провел свой досуг, не утруждая себя, то есть в комфортных условиях. У нас для этого есть вся техническая база, оснащение, полное оснащение. Соответствует всем нормам и большой спортивный зал. Здесь есть все необходимое для правильного здорового образа жизни. В школе учли все для разностороннего развития. Отмечают это и самые младшие учащиеся. Мне очень нравится новая школа. Я рад учиться здесь. Школа очень просторная и большая. В нашей школе всего год, и у нас все впереди. Глава региона не раз отмечал, благодаря всесторонней поддержке федерального центра мы обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов, выпускников вузов, которые могут применять знания на практике, научиться работать с детьми, приносить пользу республике, повышая качество системы образования как приоритетного направления государства. А открытие новых образовательных учреждений – это еще и создание рабочих мест для учителей. Есть определенный стандарт при строительстве, например, школы на 720 мест, вводятся новые рабочие места в количестве 125 мест. То есть получается в Инарках это дополнительные 125 рабочих мест, в Нестеровской на 420 мест школа, там появились 95 рабочих мест. Это определенный стандарт. А так при вводе новых объектов образования также учитывается там пожелания директоров, они могут себе набирать штатки. Так что в любом случае это большой плюс. Новая школа в Нестеровском – это еще и 420 посадочных мест, 3 этажа с лучшими условиями. Современные кабинеты химии, биологии, физики, информатики, интерактивный программно-аппаратный комплекс, микроскопы, наглядные пособия, химические реактивы. Для будущих специалистов сейчас здесь все имеется. Это кровь. Что ты там видишь? Белые следы, лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. Зарима Мамилова в новой школе преподает химию и биологию. Ранее работала в Алхастах, и это при том, что живет здесь неподалеку. Новость о том, что в селе должны открыть новое учебное заведение, ее обрадовала. Теперь учительнице не придется тратить много времени на дорогу. Созданными условиями в образовательной организации она довольна. Ждала очень, с удовольствием работаю в данной школе, так как прекрасный коллектив, условия у нас просто отличные. Сегодня руководство региона прилагает все усилия, чтобы ликвидировать на территории республики двухсменку и снизить дефицит ученических мест, а также очередность в детские сады. Так, подарком в преддверии Нового года стало и открытие нового детского садика «Сокровища нации».
построенный в рамках реализации госпрограммы развития образования. Его строительство в первом микрорайоне началось в марте 2023 года. Все работы подрядная организация завершила в обещанные сроки. Тут есть 9 групп. Это ясельная группа и старшая подготовительная группа. Для детей здесь созданы все условия. Садик оснащен полностью оборудованием. А вот и они, сокровище нации и ее будущее. Именно поэтому цель садика – воспитать достойное продолжение. Всего в садике на данный момент сформированы 9 групп. В списке воспитанников 173 ребенка, которые уже настроены играть, шуметь в игровых и просить добавку в столовой. Я в садике, знаешь, что кушала? Мандарин и, конечно, печенье. А утром на завтрак? А завтрак каша кушала и борщ кушала. Котлеты делают. Мы кушаем котлеты. Это с кимешем. Строительство новых образовательных учреждений в регионе – это значительный шаг вперед в развитии системы образования. Эти изменения создают возможности для детей и молодежи, способствуют развитию талантов и оснащению школ современными технологиями. Об этом на встрече с президентом страны говорил Махмуд Али Калиматов. За 3,5-4 года введены в строй новых. Нам сейчас немножко осталось, всего 3000 где-то осталось только ввести. Вот. Поэтому в этой части и школы, 37 школ. Вот за эти 4 года построены. Вот эти школы, если сложить, да, более 7000 рабочих мест. А это как раз мамочки, сестренки, снохи. Ну, то есть они через дорогу или там в соседнем улице идут на работу. И в этой части особое внимание было. На высоком уровне проведена в 2024 году итоговая аттестация. Осуществлялась она в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, утвержденными Рособорнадзором. Результаты госэкзамена также порадовали в Ингушетии. ЕГЭ сдавали более 3000 школьников. По сравнению с предыдущими годами стало больше и 100-бальников, их 11. В регионе была проведена масштабная реконструкция образовательных учреждений. Были отремонтированы 6 школ в рамках федеральной целевой программы развития образования. Модернизация преобразила заведения в Карабулаке, Магасе, Назрани, а также в сельском поселении Барсуки. В рамках проекта укрепили фундамент, поменяли кровлю, окна, двери и не только. Строительные работы были под личным контролем главы Ингушетии. Школа была без ремонта. Был пол такой старый, были разные царапины на нем. Теперь нам поменяли пол, двери, кабинеты стали больше, стало намного красивее, стены покрасили. Я тут учусь с 1 класса, мне очень нравится эта школа, и сейчас еще больше. Впервые в прошлом году и в Центре одаренных детей «Олимп» прошел региональный этап 3-го всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Участвовали команды из общеобразовательных учреждений Ингушетии, в составе которых учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Мы им пожелаем, чтобы они все свои таланты смогли показать, достойно представили нашу республику и, самое главное, получили много положительных эмоций, познакомились с новыми детьми, потому что всероссийский конкурс собирает до 80 регионов России. Регион нацелен на будущее, уверенно шагая к созданию качественного, доступного и инновационного образования для всех. Будущее нашего региона в руках нового поколения, и создание качественной образовательной инфраструктуры станет важным толчком для их успешного развития. Хава Гагиева, Магаз 24.